Здравствуйте! На телеканале «Салям» новости ишимбайского телевидения, в студии Дина Мурзина, и сегодня мы расскажем вам вот о чем. Ишимбай посетил Ради Хабиров. В ходе поездки глава Башкортостана осмотрел школы, объекты благоустройства, также навестил семью участника СВО. А где же яйца? Почему с прилавков исчезла продукция башкирских птицеводов? Никакие яйца мы никуда не прячем, все как есть, по факту так и есть у нас. Магия звуков. В Ишимбае прошел марафон классической музыки. Хорошо встретились, сфоткались, прекрасно послушали музыку. Очень все замечательно. Круто ты попал на ТВ. Ребята из профильного лагеря «Артист» посетили с экскурсией ишимбайское телевидение. Я узнала, как работают люди, которые записывают новости. В Ишимбай с рабочим визитом приехал глава республики Ради Хабиров. Одним из пунктов его посещения стала 16-я школа, в которой в настоящее время близится к завершению капитальный ремонт за счет средств федерального бюджета. Строители уже заменили в учебном учреждении инженерные сети, отремонтировали кровлю, фасад, провели отделочные работы. Сейчас идет облагораживание территории и установка наружных технических систем асфальтирования. В рамках визита Ради Хабиров посетил городские объекты благоустройства. Один из них – площадь первооткрывателей башкирской нефти. Руководитель региона ознакомился с ходом обновления площади, проектными решениями. Работы по второму этапу реконструкции площади выполнены на 90%. Их планируют завершить до конца августа. Глава республики обратил внимание на необходимость обновления памятника первооткрывателям башкирской нефти, а также благоустройства сквера, протянувшегося от площади до городского дворца спорта. Затем глава региона посетил Центральный парк и сквер молодоженов, где тоже идут работы по благоустройству. Навестил глава региона и семью мобилизованного участника специальной военной операции, уроженца Ишимбая. Рабочая поездка завершилась в селе Верхотор. Село в этом году одержало победу на всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Проект оказался в числе лучших и будет реализован в 2024-2025 годах. В магазинах по всей республике опустели полки с яйцами. Дело в том, что на одной из фабрик республики обнаружен птичий грипп, и теперь ее продукцию изымают из торговых точек. Некоторые жители в сложившейся ситуации и вовсе отказались от потребления яиц, другие приобретают так называемую свойскую продукцию. Тему продолжит репортаж Айгуль Якуповой. Птичий грипп добрался и до Башкирии. На птицефабрике в селе Авдон Уфимского района 9 августа обнаружили зараженных птичьим гриппом кур. Спустя 2 дня информацию официально подтвердили в Роспотребнадзоре республики. Все поголовье птицы на фабрике «Башкирская» утилизируют, а их продукцию – мясо птицы и яйца, поступившие на склады и прилавки, изъяли из магазинов. Теперь, куда ни зайди, видишь вот такие вот пустые полки. Хочется купить, а нечего. Авдон мы сняли с реализации, потому что пришел запрос о том, что мы не продаем, так как в Башкирии обнаружен птичий грипп. Те, которые приходят не Авдон продукция, выставляется с утра, и, как видите, у нас полочки пустые, потому что их разбирают очень быстро. Никакие яйца мы никуда не прячем, все как есть, по факту так и есть у нас. Тем временем ишимбайцы и гости города по-разному реагируют на новости о птичьем гриппе. Некоторые и вовсе не знают о нем. Не замечала. Грипп обнаружили? Нет, первый раз слышу. На башкирской фабрике Авдон. Да, вы что? Соседи кур держат, мы у них берем в деревне. Ну, дача у меня в деревне, у нас. Мы с Тюмени, да, недавно только приехали, не знаю. В гости приехали, да? Да, в гости приехали. Не сталкивались с отсутствием яиц на полках? Пока нет, говорю, недавно только приехали. Сейчас посмотрим, увидим. Те, кто все-таки знает о птичьем гриппе, поделились на 2 лагеря. Одни вообще отказались от яиц. А яйца вообще где покупаете? Нигде. Без яиц живете? Да. А другие приобретают куриную продукцию в деревне, у родственников, соседей, знакомых. Некоторые и сами держат кур. Мы живем в Кузьминке в своем доме и своих курочек держим. С этой проблемой мы ни разу не столкнулись. Живем обособленно и на своем огородике занимаемся поменьше всякой химии едим. И покупные яйца мы точно никогда не покупали. У меня у родителей держат
У них постоянное подворье свое, они нигде не покупают, не закупаются, так что попасть туда птичьему гриппу никак невозможно. Плюс еще нету близлежащего водоема, через который в основном передается птичий грипп, да? То есть через дикие животные, так что все спокойно, все нормально. Тем временем сотрудники ветеринарной службы советуют не паниковать. И хотя считается, что птичий грипп опасен для человека, благодаря несложным мерам предосторожности можно не беспокоиться о своем здоровье. Соблюдайте правила личной гигиены. Отдельно держите готовую еду и сырую продукцию. Избегайте контакта с заболевшей и тем более с мертвой домашней птицей. Хорошо проваривайте пищу и требуйте сопроводительные документы в магазине. Никакой памятники для населения разводить не нужно. Грипп птицам опасен, конечно, для людей, но если вы будете проварить яйцо минимум 10 минут и мясо птицы минимум 30 минут, то никакой опасности для людей не предоставляет это. Необходимо покупать продукцию в проверенных местах, магазинах. Вы даже полное право имеете требовать справки ветеринарно-сопроводительных документов, сертификат соответствия. Если эти все документы есть, вы в полной безопасности, как говорится, можете покупать себе продукцию и потреблять в пищу после проварки. Айгуль Якупова, Загир Хасанов, Ишимбайское телевидение. Жаркий август тянет отдыхающих к воде. Сотрудники МЧС проводят регулярные рейды, чтобы напомнить жителям о правилах поведения на водных объектах. В основном у водоемов многолюдно. В выходные сотрудники МЧС подходят к каждому из отдыхающих, проводят разъяснительные беседы, раздают памятки. Подробности смотрите в нашем следующем материале. Пока на улице жара, число желающих отдохнуть вблизи водной прохлады меньше не становится, а значит, рейды на воде мобильными группами спасателей продолжаются. Особый акцент на предупреждение детского травматизма и гибели. Несовершеннолетние не должны находиться на водоемах без сопровождения законных представителей. Обеспечить безопасность детей, находящихся в жаркие летние дни на каникулах, не перекладывая ответственность ни на кого, в том числе на самого ребенка, вот главная задача родителя. Сегодня с моими коллегами проводим рейд на пляже Тайрук. Хотел бы довести информацию, то, что с начала года зарегистрировано 88 утопленников, в том числе 9 несовершеннолетних. По Ишимбаю именно и по Ишимбайскому району 4 утопленника. Хотел бы напомнить о важных правилах поведения на воде. Это не купаться в неорганизованных местах, купаться только в специализированных пляжах, специальных пляжах. У нас это Тайрук и на реке Белый. Не нырять в незнакомых местах, не заплывать за буйки. В состоянии алкогольного опьянения категорически запрещено заходить в воду. Не устраивать в воде игры, то есть различные, где можно получить травму. Также не оставлять детей несовершеннолетних без присмотра. Сегодня вот во время рейда мы обратили внимание на то, что несовершеннолетние дети находятся на берегу пляжа одни. Посетители пляжа внимательно слушали рекомендации спасателей. Многие из них впоследствии признавали, что такие профилактические рейды действительно полезны и напоминают жителям об элементарных правилах на воде. Да, вот они подходили и дополнительно нам разъясняли информацию по правилам поведения на пляже, по поводу того, как правильно купаться или не купаться, что делать с детьми, что верно делать, что неверно делать, как бы то, о чем многие, конечно, забывают. Дети тоже уяснили правила безопасности. Теперь главное, чтобы они применяли полученные знания на практике. Я понял, что нельзя купаться не в оборудованных местах. Я умею плавать где-то с 8-9 лет. И сотрудники МЧС дали нам памятку. Я понял то, что МЧС нам сказал, то, что нельзя плавать в холодной воде, а то может случиться судорога. Я узнал из вот этих правил, что вот за вот эти вот кругляшки нельзя заплывать, а то может не повезти, конечно. И вот дальше за водоросли нельзя заплывать, а то за ногу может замотаться. Вот. И, кстати, долго в воде нельзя купаться, и без присмотра родителей одним нельзя купаться детям. Миля Мазитова, Айгуль Якупова, Загир Хасанов, Ишимбайское телевидение. Лето – это еще и время, когда владельцы двухколесной техники в массовом порядке выводят на выгул своих железных коней. Жителям домов, расположенных близ дорог, приходится несладко. Их покой нарушается постоянным ревом мотоциклов.
Однако дискомфорт не является единственной проблемой. Зачастую мотоциклисты гоняют, нарушая не только покой ишимбайцев, но и правила дорожного движения. Некоторые игнорируют ограничения скорости, проезжая на красный свет и не соблюдая правила обгона. Обеспечить безопасность на дорогах – цель масштабной операции «Мотоцикл», которая прошла в Ишимбае с 14 по 18 августа. Сотрудники ГИБДД провели массовую проверку документов и технического состояния мотоциклов, чтобы убедиться, что все владельцы следуют правилам и не ставят под угрозу себя и окружающих. В ходе операции выявили 4 нарушителей. Итог рейда – 1 водитель мотоцикла и 3 водителя мопеда, из которых 2 несовершеннолетних не имеют прав управления транспортным средством. В отношении них принимаются меры наказания. 1 несовершеннолетний не достиг возраста привлечения к административной ответственности, то есть в отношении родителей будут приниматься меры по статье 5.35 КоАП РФ, и 2 водитель не достиг возраста 17 лет, будет рассматриваться материал об административном правонарушении в комиссии по делам несовершеннолетних. Также из этих 4 остановленных водителей оформлены 2 правонарушения по статье 18.3, то есть это за управление в состоянии алкогольного опьянения, и 1 за управление в состоянии алкогольного опьянения повторно. То есть здесь уже усматривается статья Уголовного кодекса 264 прим. 1 часть 1, за которой уже предусмотрено наказание уголовное. То есть либо лишение водительского удостоверения сроком от 2 лет, и также предусматривается штраф от 200 тысяч рублей. Настоящий праздник души подарили жителям компании «Уфанет» и продюсерский центр «Ян». В городе прошел марафон классической музыки. Мероприятие является одной из ключевых точек в культурной жизни юга Башкортостана и с каждым годом привлекает все больше внимания. Ишимбай стал 3-м городом в маршрутном листе музыкантов. Прежде они порадовали своим творчеством жителей Стерлитамака и Салавата. Подробнее о том, как прошло мероприятие, смотрите в нашем следующем сюжете. Спустя 5 лет марафон классической музыки вновь проводится в Ишимбае, продолжая благородную миссию по возрождению парковой культуры прошлого века. Сегодня почти 200 представителей медного духового искусства радуют слушателей звучанием великих произведений российских и зарубежных композиторов. Играют также хиты из известных кинофильмов. Компания «Уфанет» славится проведением социальных проектов и для первоклассников, и для 11-классников. Вот сегодня решили для более взрослого поколения уже организовать проект «Марафон классической музыки». Помимо выступления духовых оркестров, которые к нам сегодня приехали в гости из города Уфы и города Октябрьского, на празднике также присутствует множество тематических площадок. Здесь каждый нашел себе занятие по душе. Кто-то слушает стихи, кто-то учится бальным танцам. Многие фотографируются возле довольно интересных фотозон. Детям тоже хватает развлечений. Это и мастер-классы, и раскраски. Представительница прекрасной половины человечества получает из рук галантных мимов цветы. Мы соскучились по такому мероприятию, оно у нас раньше было. Но вот из пандемии, вот с этой 3 года мы потеряли, можно сказать даже. И вот сегодня просто прелесть, праздник, хороший праздник. Мероприятие хорошее, нужное, хорошее, веселое, но бывает очень редко. Все очень прекрасно, везде это хорошо встретились, сфоткались, прекрасно послушали музыку, очень все замечательно. Хотим продолжить дальше. Организаторы мероприятия отмечают, что марафон классической музыки становится все более важным и долгожданным событием. Уникальная атмосфера, наполненная энергией и волшебством музыки, не может не восхищать присутствующих. Особенностью программы стало исполнение самых известных композиций мировой классики с водным оркестром, который объединил 2 коллектива под руководством одного дирижера. Ишимбай нам чем нравится? Мы не первый год проводим здесь мероприятие. В Ишимбае очень благодарный зритель. Мы очень любим зрителей Ишимбая. И сколько бы мы сюда ни приезжали, нас всегда очень радужно принимают, очень хорошо аплодируют, любят наши оркестры. И, конечно, мы стараемся ответить взаимностью. Марафон объединяет любителей классической музыки и дарит возможность каждому окунуться в мир гармонии и красоты звуков. Таким образом, компания «Уфанет» и продюсерский центр «Ян» не только развивают и продвигают культурное наследие региона, но и создают незабываемые впечатления для всех участников и гостей
гостей мероприятия. Вот на такие мероприятия, конечно, надо всем ходить. Очень мне вот нравится вот это мероприятие, конечно. Благодарю организаторам, конечно, Уфанет, они молодцы. Каждый год старается, то там в парке там это ко дню знания, то вот этим мероприятиям, то по городу все равно что-нибудь да они делают. После Ишимбая музыкант отправится радовать своим творчеством жителей других городов. Всего в этом году путешествия духовых оркестров запланированы по 9 городам Башкортостана, Оренбуржья и Мариэл. Айгуль Якупова, Айнур Ахметов, Ишимбайское телевидение. Узнали, что такое хромаки и петлички, а также познакомились с работой ведущих корреспондентов, телеоператоров Ишимбайского телевидения, ребята из профильного лагеря дневного пребывания «Артист». Лагерь работает на базе молодежного центра «Атмосфера» Комитета по делам молодежи. Смена длится 10 дней, и каждый из них проходит ярко и насыщенно. Такой же запоминающейся стала и экскурсия в редакции телевидения. Мальчишки и девчонки сами побывали в кресле телеведущего, попробовали зачитать новости суфлера. С удовольствием они посетили и звукозаписывающую студию, узнали, как делают новости и прямой эфир. Фотографировались, общались и даже взяли друг у друга интервью. Расскажи о впечатлениях о сегодняшнем дне. Мне этот день очень понравился. Я узнала, как работают люди, которые записывают новости. И мне очень понравилась комната отдыха, потому что здесь очень удобные диванчики. Что тебе понравилось в этом дне? Мне понравилось то, что как нам проводили экскурсию, что есть на телевидении и что проводится в прямом эфире и при монтаже видео. Что тебе сегодня понравилось в экскурсии? Мне сегодня понравилось больше всего, когда нам показывали фильм и где показывали новости. Мне было очень интересно посмотреть, где записывают новости. Эта увлекательная экскурсия стала для ребят настоящим открытием мира телевидения и журналистики. Особо впечатлила ребят информация о том, что при Ишимбайском телевидении успешно работает телешкола «25 кадр» – совместный проект телевидения и управления образования. Здесь, в телешколе, все желающие от 8 до 16 лет постигают практику работы телеведущего, корреспондента, изучают рекламу, блогерство, учатся снимать и монтировать. Скажи, ты бы хотела очутиться в этой атмосфере и работать, возможно, здесь? Да, в будущем я бы здесь работала. Для этого есть школа «25 кадр». Хотела бы туда поступить? Всем советую. Поисковики Тверской области ищут родственников Султанова Мансура Саитовича, 1913 года рождения. Он был призван на фронт Макаровским военным комиссариатом Башкирской ССР 12 июня 1941 года, вероятнее всего, в 186-ю стрелковую дивизию башкирского формирования. С августа 1942 года Мансур Султанов числился пропавшим без вести. Сейчас его останки и смертный медальон с запиской найдены на поле сражения. Известно, что судьбу солдата пыталась установить сестра Султанова Тайфа Саитовна. Если вы обладаете какой-либо информацией или сами являетесь родственником Мансура Султанова, просьба связаться с редакцией Ишимбайского телевидения. И на этом наш выпуск завершен. Еще больше новостей смотрите в нашей группе ВКонтакте, на сайте Ишимбайского телевидения, а также на Рутуб-канале и в Телеграме. Всего доброго. До свидания. Покупаешь в аптеках Фармленд? Там же миллион подарков! Зайди в Фармленд и узнай, какой подарок тебя ждет. Фармленд. Спасибо за подарок.